Не секрет, что в интернациональных семьях есть традиция, скажем такая, я бы ее назвала общечеловеческая. Да? В таких семьях не культивируется обычно мононациональный культ и так далее. И поэтому наша семья была очень интернациональная, потому что в нашей семье были и немцы, и чуваши, и русские, и кыргызы. Очень хорошие отношения складывались у моих родителей и с кыргызскими родственниками, и с родственниками мамы. Поэтому наши родители, допустим, даже моя бабушка, мои бабушки дружили. Бабушки дружили, уже не говорю о том, что дружили родственники. Поэтому таких проблем, о которых сейчас говорится, у нас не было. Всех собирались, у нас был общий стол, мы обязательно ездили друг к другу в гости. У каждого из детей был свой определенный день в году, когда вся родня съезжалась, независимо от того, какой вы национальной принадлежности были. Сложнее, не сложнее, просто, знаете, ребята, дело все в том, что люди, выросшие в Советском Союзе, они вообще об этом не задумывались, я вам скажу честно. Это все. Не было. И с моей точки зрения, эта проблема не настолько она проблематична, сколько ее надумывают. Вот и все. В Токмаке, вот вы, наверное, навряд ли в городе, в Кыргызстане найдете город, да, в котором бы так вот ярко это выражалось. Здесь, во-первых, город многонациональный, и здесь вот такого напряжения с точки зрения межнациональных отношений здесь абсолютно вот незаметно было. И когда я была очень поражена, знаете, мне традиция очень понравилась, когда мы на Норус мы первый раз попали сюда и увидели, сколько здесь национальностей. Каждая национальность представляла свой праздник, свое видение этого праздника, было массовое гуляние и так далее и тому подобное. Вот здесь мне, конечно, поразилось тому, что у нас были здесь и чеченцы были, представители были, и чеченцы здесь были, здесь в большом количестве. Я вообще никогда, в принципе, не была очень знакома с дунганами. Дунган я изучила абсолютно, совершенно уже в рамках своей работы здесь. Для меня, вот, например, дунгане, как этническая общность, они мне были открыты вот только в процессе моей работы в школе. Существует в любом обществе, существует бытовой национализм. Давайте будем об этом говорить. Давайте не будем кривить душой, по крайней мере, правда? Существует. Претензии на национальной почве, они были всегда, и они есть всегда. Я давала интервью корреспонденту Financial Times, и она спрашивала меня: скажите, пожалуйста, а у вас же есть вот такие вот противоречия? Это было связано с нашими печальными событиями 2010 года, когда я сказала, что у вас тоже, у англичан, есть проблемы с Шотландией и с Ирландией. Давайте не будем об этом говорить. Это исторически. На бытовом уровне, да. Но во многом национальные отношения они регулируются государством. Вот я горжусь своим государством, в котором национальные отношения выстроены на государственном уровне. В своем классе я всегда говорю: ребята, нет, понимаете, на национальной почве не должно быть. Вы для меня класс. Формировались вы по формальному принципу, по признаку того, что вам было на тот момент 7 лет. Вы для меня абсолютно одинаковые. Дунгане, кыргызы, русские, чечены, даргинцы, кто угодно. Вы для меня, для классного руководителя, абсолютно одинаковые. Национальность, а вы знаете, мне кажется, это просто чисто такое определение, принадлежность к какой-то культуре, вот и все. Это культурный. Это уже с моей точки зрения, в процессе того, что как мы сейчас с вами живем, это принадлежность к определенной культуре, к определенным традициям, но не более этого. Понимаете? Вы к какой культуре отнесли все-таки? К общечеловеческой. Я кыргызский понимаю, немецкий, на бытовом уровне тоже, но в основном владею, конечно, русским. Вообще это для интернациональных семей это, конечно, приоритетно. Они, если честно, не знают ни тот, ни другой язык, если честно сказать. Потому что все-таки размытая
Культура какая-то общая, понимаете? Я даже понимаю, почему так родители поступают. Я даже это понимаю, потому что говорить, взять приоритет какой-то определенный и сделать крен в эту сторону, это значит обидеть другого человека, понятно? Поэтому нужно выбирать золотую середину, тогда все будет хорошо. Например, говорю, традиционные праздники, да, я все праздники справляю, я немецкое Рождество справляю, я справляю Новый год, справляю как светский праздник, так сказать, светский. Я справляю 7-е Рождество, потому что я крещена, несмотря на это, мой отец отнесся к этому абсолютно адекватно. Он сказал, если любая религия, потому что ни одна религия плохому не учит, мне все равно, это твой выбор, это твой выбор. Я крестилась уже много лет тому назад. Поэтому я хожу на православные праздники, хожу в церковь православную, отмечаю кыргызский айт, это обязательно. Я отмечаю отмечаю Курман-айт, поминание, обязательно готовлю тоже то, что могу, чисто национальное, кыргызское. Также немецкую Пасху отмечаю православную Пасху, пожалуйста. Сталкиваться, я вам скажу одно. Я вам скажу словами известного Шопенгауэра. Да? Национализм – это самый дешевый вид гордости. Самодостаточный человек не будет это ставить в приоритет своих отношений. Никогда. Никогда. Запомните это. Никогда. А у человека, у которого, извините меня, за душой ничего нет, это самая хорошая разменная монета, чтобы заявить о себе. И самая хорошая монета – сделать себе политический пиар, все что угодно. Вот кому-то выгодно, чтобы люди не в мире жили, а жили плохо. Это, знаете, я уже достаточно большую жизнь прожила, но мне кажется, что национальная карта, она разыгрывается прежде всего политиками. Национальная карта разыгрывается политиками. Не очень дальновидные и не очень умные люди ее подхватывают и применяют для того, чтобы обижать друг друга. Понимаете? Это отсутствие просто человеческой, общечеловеческой культуры. Вот и все. Вот и все. Не надо заставлять ребенка, который вырос в семье, где приоритет это. Но давайте не будем забывать о том, что на ущербном, ущемленном национальном чувстве возникает фашизм, да? Возникает фашизм. Как воспитали фашистов немецких? Как воспитали? На ненависти к евреям. Вот и все. Это очень опасная тенденция. Опаснейшая тенденция. Об этом никогда нельзя забывать. Мы для этого изучаем историю, чтобы не допускать этих ошибок. Сейчас яркий пример Украины. Яркий пример. Приезжал корреспондент, меня все-таки спрашивали, у вас есть противоречия между кыргызами и узбеками? Глубинных нет. Мы живем в одном государстве, у нас приблизительно одинаковые социально-экономические условия. У нас нет такого, у нас нет. А тем, кому хочется, чтобы эти отношения были, они найдут, они любую зацепку найдут.